Бля. О, наела. Хотел теперь. Мы в эфире? Да. Так, уже меня видят. Добрый вечер, дорогие мои. Что ты сделал? Я чат видела. Успокойся, Ибрагим. Мои дорогие, добрый вечер. Сердик Хелшин. Пока я не вижу чата. Оказывается, у нас селфи-палку, на которой мы устанавливали телефон, увезла Мадина, и у нас тут небольшие технические неполадки, ну, как всегда. Так, вижу. Галина Лила, добрый вечер. Ирина Бондаренко, ждем с нетерпением. Так, Юлия Россия, доброго времени суток, Лейла. Тамара Хуторных, добрый вечер, дорогая Лейла. Ася, Сердик Хелшин. Всем добрый вечер, Сердик Хелшин, Масне. Юлия Россия, привет, Ибрагим. Галина Лейла, очень приятно видеть тебя в прямом эфире. Спасибо, Галя. Так, Мария Тевлоева, добрый вечер, Лейла, добрый вечер. И удалила сообщение. Друзья, как у вас там дела? Как с погодой? У нас так тепло. Наташа Круглова, добрый вечер. Приятно вас видеть и слышать. Спасибо. Девочки, скажите, как меня слышно и как видно? Это у меня на экране мутно или я везде так? Поставь просто разрешение. Что поставить? Так, Галя, погода у нас прекрасная, очень тепло, у нас тоже слышно хорошо. Ну, сегодня я с микрофоном. Так. Нина, добрый вечер. Тетя Лейла, добрый вечер. Иван Иванов, добрый вечер. Дорогая Лейла, привет с банды. Спасибо. Так, Светланка, все как есть. Здравствуйте, все хорошо видно и слышно. Спасибо. Тамара Хуторных, немного двоится изображение. Ну, сейчас, по-моему, четко у меня тоже это было. Так, Ася, видно не очень. Танзила Индиева, добрый вечер. Танзила Индиева, добрый вечер всем. Танзила, не уходи с чата. У меня, если будут те люди, которые о тебе спрашивали, еще раз спросят, может быть, мы про тебя тему тут поднимем. Так что будь на связи. Ибрагим просит у вас у себя сделать настройку. Надежда Тюмень. Добрый вечер, Лейла. Все хорошо видно и слышно. Спасибо. Танзила, я здесь. Юлия Россия, привет, Танзила. София Маврополова, добрый вечер. Танзила Яндиева, двор мыла. Но сегодня погода хорошая, что можно было бы двор мыть. Жанна Исаева, Лейла, привет. Танзила здоровается. Я все на бегу делала сегодня, лепила пельмени, закончила и быстро перед эфиром готовила им. И, по-моему, вся в муке, поэтому вытираюсь. На бегу забежала на эфир. Галина, Аише очень понравилась ковбойская куртка. Наверное, дома тоже в ней бегает. Сегодня не знаю, но вчера, когда домой уезжала, тоже поехала в этой куртке, хоть и было прохладненько, но все уже. Я не знаю, сегодня я спросила, забыла даже Мадину спросить. Так, Нина, у нас очень ветрено. София, у нас дождь, немецкий ветерок. У нас сегодня очень тепло было. Зина Богатырева, Лейла, добрый вечер, рада вас видеть. Спасибо, Зина. Так, Лейла, скажите, пожалуйста, в Ингушетии и Чечне одинаковые традиции? И еще хотела спросить, родители сами выбирают своим детям жениха и невесту?
Так, сейчас я быстро отвечу. Надин, да, меня спрашивает. Так, Светлана. Смотрим лайк. Мы переехали 2 года назад в Барселону из Киева и показываем нашу жизнь. Жду вас в гости. Спасибо, придем. Танзила Индиева, сегодня прям весна наступила, да. Августина, привет, моя любимая тетя Лейла. Добрый вечер, я рада тебя видеть. Арзуниязова Кадырова, ассаламу алейкум. Алматы, да, валейкум ассалам. Добрый вечер, Лейла, когда сделаете обзор кухни? Скоро. Наталья, добрый вечер, труженица Лейла, добрый вечер. Лидия, Лейла, хотелось бы услышать о Танзиле, расскажем. Мадина, как ваши дела? Мадина Б, как ваши дела? Танзила Диксаги, мне очень она нравится, спасибо, дела нормально. И Танзила Индиева, интересно, что именно? Мы сейчас тебе скажем, что именно. Ты, наверное, не читала комментарии под моим последним роликом. Так, насчет того вопрос, что насчет традиций, да, в Чечне и Ингушетии почти одинаковые, немножко небольшие расхождения все-таки есть, но они не очень значительные. А выбирают ли родители жениха или невесту? Ну, где-то есть, что и выбирают. А в основном сейчас по-любому знакомятся сами молодые. Если даже родители выбрали невесту, выбрали жениха, то если им, ну, невесте не нравится жених, жениху не нравится невеста, насильно, конечно, их не заставляют жениться. Но могут предложить, показать, познакомить, а потом уже, если они друг другу симпатизируют, может у них сложится семья. А так вот, чтобы вот прямо вот категорически так, бывает, конечно, но крайне редко уже. Так что вот так. Так, Галина, Лейла, твоя диета пошла на пользу, выглядишь отлично, спасибо. А мне кто-то говорил, что я выгляжу измученной. Так, Сумая Селимова, ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Так, Сумая Селимова, поддержите мой начинающий канал. Жанна, Лейла, насколько похудели? Я вообще-то похудела ровно на 7 килограмм, но немножко сейчас снова прибавила, потому что немножко, можно сказать, ну, с диеты сошла нельзя сказать, но дело в том, что у меня сейчас проблема с зубами. Не могу нормально пережевывать пищу и приходится есть каши, творог с сметанкой, что не надо так долго жевать. А вообще-то уже на среду меня Мадина записала к стоматологу, и вернемся снова к моей диете. Но как таковой, это не диета, как таковая с правильного питания я не сошла. Точно так же 3 раза в день, только никаких перекусов, ничего, что нельзя. Вот единственное, каши можно было бы, но не на похудении, а уже когда сбросится лишний вес. Но я уже довольна, если честно, сброшенным весом. Еще пару-троечку килограмм, наверное, в принципе, больше я и не хочу. Где-то до 75 бы, если я дошла, то мне уже предел. А там посмотрим. Так, Арсуниязова Кадыра, а у вас родственников выдают замуж? Ну, если родственники, как сказать, какие-то родственные связи бывают, но очень далекие, и получается, что нет там никакого смещения крови. Ну, крайне редко тоже. Бывает, что, ну, такая вот совсем дальняя такая родственная связь. Так, София, а что можно еще за тебя говорить, кроме хорошего? Так, Галина, очень приятно было вновь увидеть Танзилу Мадинову в вчерашнем видео. Асия Сердик, Сердик. Ну, под вчерашним роликом многие удивились, что когда я сказала, что у мужа Танзилы есть еще одна жена. Были на это комментарии, поэтому я обещала нескольким, если получится, ответить, но это такая щепетильная тема по-любому. Ну и спрашивали, как он мог жениться. Ну, Танзила такая прям вот, ну, все умеет, все делает, много чего там было написано. Но я сейчас немножечко объясню, что и как, и вы поймете. Так, Арзуниязова, вот у нас тоже за дальних родственников выдают. Так, Танзила Индиева, вчера даже не устали. Так, Жанна, Лейла, у вас хорошие дети, спасибо. Мадина Б.
Сачуах иман должиха Танзила. Вот это тебе, вот это в тебе нравится, еще и улыбка. Так, Танзила, так душевно, весело провели время. Да, вы вчера вдвоем зажигали тут две сестры. Валентина, Лейла и все в чате. Добрый вечер. Добрый вечер, Валюша. Танзила, Индива, я не учитель. Так, Галина, Танзила, ты прекрасно замариновала гуся вчера. И гусь, я вам скажу, был вкусный. Так, Валя, добрый вечер. Танзила, банку разбили. А я сегодня кружку разбила. Вторую, помните, которую у меня уже лет 50, как у нас. Рая, привет со Астаны. Привет, привет. Да, Танзила, твоя вытяжка подходит, так что я сэкономила и на вытяжке. Сегодня собиралась как раз ехать покупать вытяжку, Танзила мне прислала свою. Так, Танзила, мама, можно я в прямом эфире признаюсь? Не знаю, в чем ты хочешь признаться, можно. Надеюсь, Мадина меня простит. Галина, все разбитое к счастью, наверное. Юлия, Россия на счастье разбили, да. Но эти кружки были такие давно, действительно, у нас лет 50, как они у меня еще от мамы остались. Одну разбили, помните, я вам показывала, через несколько дней мы ее разбили, а вторую я сегодня разбила. Так, Танзила вчера в конце ролика настолько красиво была, словами не передать, такая улыбка скромная и обворожительная. Счастье тебе. Спасибо. Так, Рая, признайся. Мадина просила Танзилу вчера, чтобы она эту косынку поправила. Они спорили, так и не сняла она ее. Танзила и Дива, мы еще сковородку, ручку сломали, ее заказали, купили. Какую сковородку? Роза, добрый вечер. Танзила и Дива, Ирина, спасибо, Румыниат. Керимова, добрый вечер. Жанна, Танзила очень красивая, разуньязовая. Танзила хочет маме признаться, что маму очень любит. Какую сковородку, ручку вы... Со сковородкой-то что вы сделали? Они мне вчера разбили эту... Я покупала для сыпучих продуктов маленькие такие коробочки. Оказывается, они вчера, когда там убирались, разбили одну коробку. И пока я это не узнала, заказали в магазине и привезли. Вот надо было. Галина, вот и призналась, Танзила. Мы ее купили, поставили. Ну, вы даете. А где та, что вы ручку сломали? Я вообще на кухню не заходила после вас вчера. Могли бы оставить? Юля, они действительно вчера гоняли, если даже умудрились сломать у сковородки ручку. Танзила, Индива, ты так долго все собирала. Да, я действительно почти сколько. Ну вот как ремонт идет понемножечку, то в этот котел мы играли, посуду собирала, то кое-что наличными покупала. Собрала эти, для сыпучих продуктов какие-то коробочки купила. Они вчера это все заносили, то, что пока не в обиходе у меня. Да, вам так весело было, что вы всю мою утварь там переломали. Я надеюсь, вы там не блендер, ничего такого не сломали. Клуб рукоделия. Лейла, я вчера вам уже писала про красивую посуду. У вас особенно графин будет. Время покажите, есть ли у вас такие магазины и в какую цену. У нас в Москве таких нет, сейчас я вам скажу. Рая, мамина имущество. Танзила, почти год копила. Тамара, Хуторных, правильно, не надо было признаваться. Галина, девчонки друг за другом со сковородкой гоняли. Так, ай-яй-яй, Танзила. Так люблю, когда приезжает девочка, особенно Танзила. Ее реже видим. Танзила нет. Юлия, все братья живы. Здравствуйте, дорогая Лейла. Как вы еще... Так, Наргиз. Как вы еще раз поздравляю вашего внука с днем рождения. Желаю здоровья и счастья. Спасибо, я нормально. Спасибо за поздравление. София, главное, с ними все хорошо, мама все простит. Да, конечно, я их вчера поругала, зачем вы коробочки заказали, можно подумать, одну маленькую коробочку разбили, да, если даже и большую разбили, большая потеря, что ли.
Так, насчет графина и вот этой посуды. Да, этой посуды у нас навалом, но, девочки, у нас эта посуда двух видов. Танзила не даст мне соврать. Одни есть дорогие, это оригиналы как бы. А у меня графин и стаканы, это, ну, подделка, как говорится. Они мне подарены свекровью моей племяшкой. Но я их люблю, хоть они и не оригиналы, мне они нравятся. Они тогда стоили где-то в пределах 1300-1500, по-моему, точно не могу сказать. И сейчас я не могу сказать, сколько они стоят. Да, графин подарок Танзила. Дело в том, что Татьяна Костенко, добрый вечер, Лела, добрый вечер. Вот в магазине, в котором, мегамаркет, который я говорю, там этой посуды было очень много. Не было, ну, когда мы ездили недавно, было очень много. Но Танзила обещалась мне приехать, они не дают снимать, а она такая знакомая Танзила, вернее, даже ее, по-моему, клиентка покупает у нее полуфабрикаты. Вот. И мы как-то с Танзилой договорились вчера, что я, когда буду ехать в магазин, то она тоже подъедет, и мы там все-таки снимем спокойненько. А то я, когда в тот раз снимала, я снимала так, знаете, украдкой, как маленький шкодник. Лучше они оригиналы, ну, оригинал, они очень тоненькие, в принципе, они красивее, конечно. А это как бы стекло потолще. Ирина, Лила, ты не переживай, не спрашивай, что еще сломали, они по-любому за собой подчищают сразу. Тут же компенсируют, заказывают новое. Татьяна Филимонова, Танзила, сынок на вас похож? Нет, сын похож на отца. Жанна, Лила, а как это жить в семье, где две жены? Ой, Жанна, это уже Танзилу спрашиваете, я не знаю, как жить. Если честно, я не знаю. Но я знаю, что они уживаются, что вторая жена очень ладит с Танзилой, это однозначно, и не лицемерие. Они очень хорошо ладят. Тамара, мне очень нравится ваш Ибрагим, напоминает моего старшего внука. Он очень и добрый мальчик, спасибо. Алла Родичева, добрый вечер, Элла, и всем, кто на канале, добрый вечер. Так, Танзила, Ната спрашивала, сколько детей у меня. Ну, ты ответила. Танзила, добрый. Так, Юлия Россия, дорогие друзья, не забываем ставить лайк, нам не трудно, а Леле приятно. Спасибо, Юлечка. Юлия, вообще, как у вас дела там? Ирина, Мухаммеда с днем рождения, пусть растет здоровым и счастливым. Спасибо. Радима, салам машалду, нохчечур. Дал салам машахал, Радима. Танзила, мама Расул не на меня похож. Нет, Танзила, вообще он на тебя не похож. Он вылитый, отец. Так, Разуньязова, две жены в одном доме, да. Так, девочки, пока прозвучит азан.
Так, да, у нас мечеть просто рядом, поэтому слышно и громкоговоритель. Так, сейчас я найду. Так, Хадижа Атоева, привет с Ростова-на-Дону, привет. ВВ, Танзила, а как вы восприняли эту новость о второй жене? То есть вы изначально не были против многоженства? Сейчас я вам отвечу, девочки, поэтому там недопонимание идет. Жанна, Танзила, а как вы делите мужа, извините, под одной крышей две жены? Хадижа Атоева, Лейла, как здоровье? Алхамдулилла, хорошо. Клуб рукоделия, это слышно вечернюю молитву? Так, я ответила. Юлия, целый день было солнышко, прям весна, а сейчас снег пошел, и такой, что кажется, что зима вернулась. Ой, у нас тоже, наверное, тогда будет. Так, значит, Тензила говорит, что мама писать долго, расскажи сама. Да, сейчас я расскажу, наверное. Галина, такая мудрая Тензила, еще больше уважаю. Домохозяйка на удаленке из Таганрога. Добрый вечер, Лила. Добрый вечер, Леночка. Я тебя тоже рада видеть у себя. Галина, Лила, заказов много в последнее время? Нет, если честно, заказов немного, но некоторые я даже и пропускаю, не успеваю. Хади Плиева, Лейла, добрый вечер, как твои дела? Добрый вечер, хорошо. Как вы, Хади? Тамара, ой, это такой щепетильный вопрос, лучше не спрашивать, некрасиво. Так, Ван Дам, да, салам всем, салам. Ирина, Леночка, здравствуйте, бандиток прибывает. Да, Инга, Танзила красотка наша, очень умная и скромная девочка. Так, Ван Дам, ну а что нужно было делать, не отдавать же мужа совсем? Танзила Индиева, Жанна, это слишком открытый вопрос для эфира, когда здесь еще моя мама. Здоровья вам. Так, Танзила, перед мамой такое не обсуждаем. Инга, спасибо. Так, Арзу, потому что у меня сын инвалид второй группы, из-за этого я ушла, из-за того, что вышла замуж не по любви, и моего сына они не воспринимают. Это их дело, Аллах им судья. Да. Так, друзья, дело в том, что получается, что не вторая жена Танзилы, а Танзила уже как-то... Ну, это, короче, замкнутый круг. Объясню сначала. Танзила была первая жена у этого мужа, у своего мужа. И она... Ну, они развелись. Не будем говорить, почему и зачем. Через 5 лет замужества они развелись. Сыну было 4 годика, ребенок остался у отца. Танзила, правда, очень сильно болела, потом восстановилась, лечилась, это все прошло. И Танзила даже была замужем за другого. Ну, у нас, если второй раз не выходишь замуж за другого, возвращаться мужу, конечно, нельзя, и поэтому я вам объясню, что и как. Там она прожила около 2 лет, тоже у них не получилось, она вернулась. И уже жила с нами, в принципе, ни о каком замужестве не думала. 7 лет, ну я уже точно не знаю сколько. Я знаю, что Расулу 4 годика было, по-моему, да, когда ты вернулась. И так получилось, что мальчик всегда приезжал, они ему разрешали приезжать. И по мере того, как рос сын, он очень хотел, чтобы его мама была с ним. И этот вопрос стоял постоянно. И потом начались разговоры, уже начали и свекру со свекровью говорить, чтобы Танзила вернулась снова. А за то время, что они были в разводе, тот женился, и у них 4 детей. Так что та жена ни в чем не виновата, что она там первая, вторая, третья, что у них это все так произошло. В итоге, в действительности, все это и закрутил, и раскрутил сын Танзилы. Он очень захотел, чтобы его мама была с ним, и чтобы они жили там, у них, не где-то. Поэтому вот по стечению таких обстоятельств у них семья воссоединилась. Вторая жена действительно не была против. Во-первых, как говорила ее свекровь, именно она и была инициатором, чтобы Танзила вернулась и жила со своим сыном. Вот такие вот дела, друзья. Жизнь такая штука, что не знаешь, где, как и что. Поэтому так получилось, что и Танзила не вторая жена, можно сказать, и та не вторая жена. Это стечение обстоятельств. Просто ради ребенка они решили снова жить вместе, чтобы у него не было стресса. Он очень этого хотел.
Ну, вот так вот, не знаю, как там. Если что, Танзила добавит больше. И дело в том, что Танзила больше, ну, не могла иметь детей. У нее, получается, это единственный сын. Ну, теперь, наверное, вы сами поняли. Вот так вот. Так, Арзу Ниязова. В исламе приветствуется многоженство. Ну, да, по исламу даже 4 жены можно иметь, но, опять-таки, от того, что можно иметь, это ничего не значит. Их нужно содержать одинаково, ни одну не ущемлять. Там много нюансов, много чего. Ну, так. Так, Инга, получается, ради сына, да. Мадам, конечно, все делается ради детей. Мадам, да, Алшвойл спасибо, очень правильно сделала. Тамара, что не сделаешь ради детей, значит, так надо. Нет, вторая жена живет, они живут в одном доме. Татьяна Филимонова, значит, Танзила любимая жена. Ну, это уже вопрос к мужу. Я не знаю, кто из них любимый, кто нет. Вандам Дигдук Ихаволш. Так, хорошо, что он у тебя есть. Ташина семейка, добрый вечер, дорогая Лейла, приветик, Танзила и все, кто в чате. Добро пожаловать. Наташа, спасибо, что зашла. Как у вас дела? Ирина, Танзила, не переживай, что больше детей не будет. Тебе внуков, сынок, много подарит, даст Аллах. Так, клуб рукоделия. Танзила, вы молодец, вся в маму. Женщина должна быть мудрой. Спасибо, девочки. Так. Что-то я не прочитаю ник. Лейла, вы очень хорошая хозяйка. Спасибо. Так, Инга, Танзила любимая, и поэтому и муж вернул жену. Ну, не будем об этом говорить. Они, наверное, обе любимые, потому что Хава, так зовут вторую жену, тоже очень хорошая женщина. Ну, вот действительно так у них получилось. Что теперь сделать? Танзила обожает детей. Дети тоже обожают ее. И вы знаете, действительно, когда Танзила выходила обратно замуж за него, я ей сказала, я очень переживала, что они не будут ладить с той женой. Вот прям вот как на духу вам говорю, действительно. Но я Танзиле сказала, если я услышу, что хоть один раз, тем более по твоей вине, вы не ладите, я тебе не прощу. Но пока, алхамдулилла, машаллах, живут хорошо. Так, пусть Аллах им даст терпение. Амин, амин, амин. Так, Наташа, Лилочка, у нас все хорошо, спасибо. Вы купили себе машинку для раскатки теста. Что делать, такова жизнь, да. И представляешь, Наташа, купила себе эту машинку, но я просто выкинула чек, и мне надо было бы ее вернуть. Сегодня катала этой машинкой. Так получается, что она где-то то ли цепляется, то ли что, я не пойму, и Джабраил смотрел, не знаю, и маслом везде протерла. Как будто бы не валики, а какие-то квадратные они, вот даже вот оставляют зигзаги на этом тесте. Очень трудно раскатывала сегодня. Не повезло мне с этой раскаткой. Покупала, она уже подорожала, она тот раз стоила 1200, только позавчера, по-моему, да. За 1380 купила, считайте, выкинула. К сожалению, чек не сохранила. Но Джабраил говорит, вроде бы в кассе можно проверить, но надо спросить, будут ли они возврат делать или нет. Так, Инга, жизнь непредсказуема, в жизни все бывает. Да, Оленька, Лейла, добрый вечер, всем девочкам привет. Добрый вечер, Оля, Радима. Лейла, расскажи мне немного о диете. Расскажу. Тамара, они официально женаты? Нет, с Танзилой уже они не официально женаты. Стой, да. Хотя я не знаю, стой, да, извините, конечно, я не знаю. Танзила скажет. Ну, наверное, раз дети есть, регистрация, наверное, есть. Абхазка, Танзила, у вас красавица и умница. Очень мне нравится. Дай Бог ей крепкого здоровья и счастья. Спасибо. Так, София, в жизни все гораздо сложнее, чем в книгах и фильмах, да. Танзила, да, они официально. Ну да, они официально. Ты же неофициально, ты же, по-моему, у вас же нет регистрации. Так, Танзила, нормально все это. Хади Игиева, Лейла, у меня продается такая же, которой вы пользовались. Хади хорошая.
Вот то, что я сейчас купила, она вообще никуда не годится. Татьяна, как не любить такую красавицу и умницу Танзилу? Спасибо. Лидия, добрый вечер, Германия с вами. Добрый вечер, спасибо. Лидия, Танзила, здоровья тебе и терпения. Танзила, многие не ценят твоего этого всего. Что, Танзила? Моего чего-то? Я не поняла. Танзила и Дива, Лидия, спасибо. Ну, она такая же точно. Ну, в принципе, то, что я купила, тоже визуально точно такая же. Но она не раскатывает. Так, как будто вот за что-то цепляется. Или как будто бы этот один валик круглый, второй валик квадратный. Вот такое впечатление, что вот силком приходится, и как будто вот застревает где-то. Я с таким трудом сегодня пельмени налепила. Так. Так, Ван Дам Франц. Хадя, у тебя магазин, что ли, или что, как ты? Так, Танзила, я неофициально. Ну да, я так и поняла, что ты без регистрации. Оксана Столярук, привет, у вас очень красивые и воспитанные дети. Всевышний благосклонен к вам, но особенно мне нравится Танзила. От нее веет нежностью и заботой. Счастья вам, милое семейство. Украина любит вас. Спасибо, Оксана, большое, спасибо. Да, продуктовая, частично и посуда немного. Клуб рукоделия. Как ваш ремонт? Идет к завершению, скоро на новую кухню переедете. Ремонт уже закончен. Там уже остались только косметические, ну как косметические, шторки повесить. Остальное девочки практически все сделали. Как видите, как слышите, успели и сломать, и подкупать, и менять все мне там, не знаю. Так что процесс идет. Ну, через 2-3 дня, скорее всего, я зайду туда. Просто сегодня был заказ, пока я заказом водилась. Так, что-то со связью. Девочки, кому-то слышно меня? Не слышно? Мадину совсем забыли. Мадина тоже умница и красавица. Спасибо, Галина. Так, Роза Скворцова. Лейла, дай Аллах Танзиле здоровья и всей вашей семье. Спасибо. Ждем обзор кухни обязательно. Мадина, Танзила очень мудро поступила. Молодец. Жанна, Лейла, вы очень умная женщина. Спасибо. Спасибо, Жанночка. Ну, Танзила, конечно, они же не будут все время жить вместе. Просто так получилось, что не могут пока отделиться. А так во дворе они, по-моему, строятся. И они будут жить отдельно с сыном. А пока ничего, живут вместе. Так, Ван Дам, Лейла, где вы живете? В Кантышево, Ингушетия, если не в курсе. Хади Плиева, Лейла, у вас был новый влог, что ли? У вас был? Да, вчера был новый влог Хади. Хади Плиева. Так, Галина, Мадину не забыли, ждем ее ролики. Да, Мадина что-то запахалась сейчас, у нее еще уроков прибавилось, 10 часов прибавилось еще, и она не успевает. Ирина, и ходит еще к стоматологу, поэтому никак не получается у нее снимать. Ирина, у меня тоже раскатка закусывала, муж разобрал и смазал, теперь работает хорошо, да? Ну, надо будет, чтобы посмотреть ее. Я так маслом везде, как могла, смазывала, но не помогло. Так, Ван Дам, Танзила, ваша дочь, да? Кока Ярагиева, Лейла, молодец, так держать, прекрасная, дружная семья, удачи, все идеально, спасибо. Домохозяйка на удаленке из Таганрога, Танзила, красавица, Мадина очень целеустремленный человек, Мадининых блогов давно не было. Да, сама говорит, никак не успеваю. У нее есть там кое-что снятое, но никак не смонтирует. Так, Манлена, здравствуйте, Лила. Я сегодня попала на стрим. Вопрос, если ваши мальчики будут жениться, выкупы каждый будет платить? Ну, не выкупы, а колым, да. Так, Фарида, у Танзилы сколько детей? У Танзилы один сын, которому 16 лет. 16 же, Расул? Или 15? 15. 15, 16 год. Он на 4 года младше Ибрагима. Так, ну пока нет вопросов, отвечу на неотвеченный вопрос про питание.
Ну, вы знаете, про питание я сейчас стала слушать очень много. Так, Ириска Крапка, добрый вечер, Лила, давно эфир, много я пропустила, 40 минут. Ну, про Танзилу отвечали. Ну, ты, по-моему, знаешь все и так. Танзила, тебе сколько лет? Танзиле 35 будет в мае. Ну, знаете, девочки, ПП питание, надо как-то понять его изнутри. Конечно, хочется и того, и того. Бывают срывы, можно сказать. Но срывы у меня получаются, когда собирается вся семья по-любому. Мам, один день можно. И все, и понеслось. Так что сейчас чат бежит. Так, Танзила, я вообще-то хочу отдельно жить со своим сыном, а вообще как старшие мы поэтому должны жить отдельно. Ну, это как решат твои свекр со свекровью. Решат, что ты должна будешь с ними жить, значит, ты будешь, решат она, то она. Борно, привет из Узбекистана. Доброй ночи, Лила. Кое-как успела на стрим. Рада вас видеть и слышать. Спасибо большое. Так, Галина, Лила, всем в чате огромный привет от Джамилечки. У нее пока не пишутся комментарии. Спасибо, Джамиля, спасибо. Я чувствую твою поддержку. Мадина, ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Аза Талдиева, скажите, кто ваш диетолог? Ну, сейчас она уже нет, но была моим диетологом Вега Мадина. Есть? Вега Дина. Ну, зовут ее Мадина, а в Инстаграме у нее страничка Вега Дина и в Ютубе у нее страничка Вега Дина. Вандам, правильно ты взяла, так будет легче. Так, Анна, добрый вечер, добрый вечер. Клуб рукоделия. Лейла, когда мальчики ваши женятся и приведут невесток в ваш дом, молодые обязаны жить с вами или могут жить отдельно? Могут жить отдельно. Я даже прошу их жениться и отделиться, если честно. Просто умоляю даже. Двоих. Один, конечно, будет со мной жить. Надя Голуб, добрый вечер, Лила. Хорошо, хоть немного успела. Смотрю вас с удовольствием. Спасибо, Надечка, спасибо. Надя Голуб. Да все, кто сейчас у меня в чате, практически постоянные мои подписчицы. Огромное-огромное вам спасибо, девочки. Так, Арзу, конечно, отдельно лучше. И так, Ирина, Джамиля хоть и не пишет, но незримо присутствует. Да, поддержку Джамили можно чувствовать просто на расстоянии. Это у меня тут вся банда собралась. Наталья Чебыкина, приятно видеть вас, вас видеть, Новосибирск с вами. Спасибо, Наталья. Я тоже очень рада, что все вы со мной. Танзила Индиева. И я всегда суши-роллы. Да. И ты всегда со своими вкусняшками. Арзу. Ибрагим будет с вами жить, да? Ну, я сейчас точно не знаю, кто со мной будет жить. Кто из них захочет со мной жить, тот и будет. Вообще-то, в принципе, они все трое хотят со мной жить. А так, по идее, все трое и будут жить, потому что участки лежат рядом, сразу же практически будем друг к другу каждый день ходить. Ибрагим, тебя просят в эфире показать. Скажи мне. Иди поздоровайся. Не хочу. Светлана, они все захотят с вами жить. Вот именно. Фарида, у вас 3 сына? Да, у меня 3 сына. И про правильное питание. Девочки, действительно, если с умом подходить к правильному питанию, то действительно намного легче. Сил прибавилось однозначно. Кое-какие болячки прошли, тоже однозначно. Так, Ирина Лила, мне кажется, мальчики не смогут и не захотят жить отдельно. Так, Нонна, здравствуйте. Рада вас видеть, я вас тоже. Ибрагим, иди в студию, что тебя там прям упрашивают? Поздороваешься и выйдешь. Нет.
У нас тоже, в принципе, младший остается, Танзила говорит. Светлана Камордина, да, со свекровью вашим невесткам очень повезет. Ну, не знаю. Почему-то с той я не поладила. Ну, хотя сказать, что со мной она не поладила, это неправильно. Потому что у них не сошлись характерами с мужем. Оля, у нас в ресторане тоже мало заказов. Даже предшествующие праздники не помогли. Тишина. Сейчас очень много больных. Очень много больных, поэтому, наверное, в кафе не ходят. И Танзила вчера мне говорила, что меня приглашают обратно на мою работу, в мое кафе. Надя Голуб, очень мне нравятся ваши доченьки. Красавицы, умницы, хозяюшки. Спасибо, Надя. Мадина, наверное, не знает, что у меня есть эфир. Танзила, заказов мало, согласна. Да, Танзила тоже говорит, и свадебных заказов меньше. Да и таких меньше, да. Но мы еще с Танзилой слабинку такую дали, много не принимали заказов. И уже когда у тебя нет готовой продукции, несколько раз позвонят, если скажешь нет, то они уже идут к другим, потому что конкуренция огромная. Сейчас каждый, кому не лень, тоже занимается этим, потому что, ну, очень маленькие доходы у людей, а цены, знаете, сами подскочили до небес. Тамара, мне кажется, сейчас вам трудно будет работать в кафе. Да, я уже не смогу. Мне и тогда было трудно. Я, честно вам признаюсь, работала на износ. Просто из-за обстоятельств я вышла. Работа трудная все-таки. Особенно у мучницы работа трудная. Заказов было много. Так, Валентина, Лейла, какого возраста у тебя дети и кто старше? Самая старшая Танзила, ей, как я сказала, в мае будет 35. Потом у меня Багаудин, ему в октябре будет 32. Нет, 32 или 33 ему. 89-го Багаудин. 92-го Джабраил. 94-го Мадина. И 2002 же ты? 2002-го Ибрагим. Ибрагима 19. Так, Гульниза успела на эфир. Всем доброго вечера. Добрый вечер. Ну, уже дети взрослые действительно давно должны были жениться. Я очень переживаю за это, что пока у них еще нет своих семей. Я бы как-то была очень спокойна, если бы они женились. Так. Елена Тимошенко. Лейла, оставьте эфир, пожалуйста, не успели немного к началу. Эфиры сохраняются, девочки, все эфиры у меня есть. Хадижа Цароева, в каком поселении вы живете? В Кантышево. Ирина, не надо тебе никакого кафе, скоро заказов море будет, заранее наготовишь полуфабрикаты в полную морозинку и будет спрос на все, дай бог. И я не собираюсь, Иришка, я не смогу. И физически, и морально я там не могу. Галина, Лейла, не пугай людей словом банда, а то разбегутся с эфира. Ничего не разбегутся. В кафе работать уже нужно по более молодым по-любому. Потому что пока, особенно когда если место проходное, клиентов много, а там у нас клиентов действительно было много, ни минуты не садишься, постоянно нужно работать, это трудно. И еще она увеличила рабочий день на час. Когда я работала, было с 9 до 6, а сейчас с 8 до 6. Юлия, Лейла, только Ибрагима не забудьте, а то опять Малахову побежит со словами «мать». Забыла сына, да, не говори. Не забыла Ибрагим 2002. Оля, Оленька, Лелочка, когда будет видео по новой кухне? Ну, у меня есть то, что они вчера делали, мы снимали, но я хочу это все выложить в один ролик полностью, что там будет. Там, короче, у нас осталось вытяжку приделать. Как я сказала, вытяжку мне Танзила сегодня прислала. Я собиралась ехать покупать, но просто не успела, потому что не доделала пельмени, а мне их надо было отдать. Вот. Вот Танзила вчера вспомнила, что у них лежит новая вытяжка, которая им не подошла. И вроде бы мы померили, она подходила для нас.
Вот Жабраил вроде бы говорит, что завтра сделает вытяжку, а если вытяжку не сделать, то мебель у меня слишком низко, все-таки нужна вытяжка, и нагревается слишком сильно, и пары будут тоже. Вот, загвоздка за вытяжкой. И шторы с карнизами я должна купить. Ну, тоже сегодня Мадина просила: мам, давай ты подъедешь, я с тобой поедем. Ну, из-за заказа у меня не получилось. Короче, завтра, наверное, поеду за шторами. И мне нужно купить эти блюда и отправить обязательно, потому что Марине они нужны к 8 марта кому-то поздравлять. Так, Нона, у нас тоже много больных. Один раз переболели и через неделю опять болеют. Всем здоровья желаю. Спасибо большое. Да, это везде так. По кругу все идет. Вот вроде бы переболел, и сразу же через неделю, через 2 снова болеют. Арзу, вообще-то дети должны маму кормить. Должны, да. Ну, в принципе, я могу сидеть, они меня будут кормить. Но дело в том, что я не усижу, пока у меня есть силы, пока у меня есть здоровье. Это однозначно. Они меня просят и корову убрать, и не работать. И это сейчас не из-за того, чтобы там как бы выгородить их. Нет. Ну, просто я такой человек, что я не могу сидеть. Почему бы им не помочь, если я пока могу? А нужно много чего нам, понимаете, девочки. И у нас какие-то проблемы были, сейчас не буду об этом говорить. Они тоже немножечко остались. Но мы же почти на финишной прямой. И скоро у нас все будет по воле Всевышнего хорошо. Хадижа Цароева, здоровья вам, удачи, с удовольствием вас смотрю. Спасибо, Хадижа. Манлена, у меня тоже сыночку в этом году 35, он у меня один, а так хотелось девочку, не получилось. И мне так нравятся ролики, когда ваши девочки дома. Да, когда нет девочки, очень хотят. Вообще-то действительно не то, что очень хотят. Действительно, когда есть девочки, это для мамы большая помощь. Это однозначно, это просто однозначно. Татьяна, добрый вечер, Лила, добрый вечер. Вот моя сестра заболела, дочки же нет, у снохи маленький ребеночек был, не получалось. Вот была бы дочка, то она с ней бы и посидела, и отвела бы, и привела бы. А так даже 2 ночи Танзила с ней была. И по жизни моей сестре было очень сложно. Хотя она и говорила, как хорошо, что у меня нет этой девочки. Но все равно девочка нужна. Она в любой момент и приедет, и поможет, и поддержит, и если заболеешь, и что. По-любому маме проще обратиться к дочке, чем к сыну, когда там болеешь или что-то. Так что дочки нужны. Но раз Всевышний их кому-то не дал, то что теперь делать? Так, Татьяна, добрый вечер. Лейла, добрый вечер. Жанна, Лейла, какая пенсия в Чечне? Жанна, я же не в Чечне, я в Ингушетии, так что я не знаю, какая в Чечне пенсия. А у нас она разная, у кого как, по выслуге лет, кто где работал, у кого какая была зарплата. Например, у меня на данный момент, после того, как вот последняя надбавка была для меня где-то около 900 рублей, у меня 11 тысяч пенсия, потому что стажа мало. Ну, практически его нет, если честно. Так, когда мы вот ездили на заработки, нас там записывали, вот этот стаж у меня набежал. Ну, в советские времена мы ездили же на заработки с семьей. Вот только этот стаж там в общей сложности около 7 лет, и поэтому у меня очень маленькая пенсия. Жена Азера, Надежда на похудение. Добрый вечер, Лейла, и всем, кто в чате. Добрый вечер, Хадижа. Добрый вечер. Оля, чего-то с трудом верится, что они отдельно от вас захотят жить. Галина, Лейла, с нетерпением жду весны видео про огородные работы и курочки. Да, скоро начнется это все. Ирина, вот так всегда. То забыла, кто Ибрагиму имя давал, но то сейчас вспомнила год рождения директора канала. Я всегда забываю дни рождения их, не знаю почему. Ну, не всегда, вот в последнее время, друзья, действительно, у меня очень плохая память. Мы сегодня в банде же говорили, что я хочу изучать Коран, но из-за памяти боюсь. Память действительно очень плохая. Светлана, добрый вечер, Лейла. Ваши зятья вас смотрят? Я не знаю, вряд ли. Я знаю, что старший иногда когда-то смотрел, а сейчас в последнее время мы даже не поднимали эту тему. А младший, по-моему, вообще не смотрит. И Влад, добрый вечер. Привет с Кубани. Я занимаюсь тоже полуфабрикатами. Заявки стали малые. Будем надеяться на лучшее. Да.
Тамара, дай Бог вам всего доброго. Спасибо. Ольга Волненко, я всю жизнь проработала поваром. Это очень тяжелый труд, очень. И платили тогда работникам общественное питание мало. Вот теперь нет здоровья, поэтому вылила правая работа в КВ на износ. Это однозначно, это просто однозначно, действительно. Если, тем более, как я сказала, место проходимое, посещаемость большая, то для повара очень большая нагрузка. Ириска Крапка. И правильно, Лила, жизнь – это движение, главное в меру, да. Евгений Гришаев. Почему в Ингушетии у всех красивые сады на задних дворах, но перед домами и вдоль дорог нет ни цветков, ни деревьев? Сужу по многочисленным видео. Дороги голые, сплошные заборы. Не принято сажать. Вы знаете, в основном нет. Почему? Есть и во дворах, но дело в том, что у нас еще, ну, скорее всего, может быть, вы по моим роликам судите, потому что я сейчас живу в новостройках, еще не все живут здесь, во-первых. Во-вторых, очень много гуляет скот бесхозный, и деревья просто не выживают. Даже из этих соображений, если невозможно огородить эти посадки, перед домом не делают. А в огородах, потому что туда уже живность никакая не зайдет, поэтому есть и сады, и деревья, и цветы, и все. Во дворах и в огородах есть. Поэтому как-то так. ММ. Нет, Лила, не сидите без работы. За работой забываешь все проблемы, да. Арзу. Я не в этом смысле, а уважение, забота. Мама одна, и здоровья не купишь. Маму надо беречь. Мама – это святое. Я понимаю, Арзу, понимаю. Нет, девочки, я так в последнее время, тем более, вот, ну, когда нужно было, действительно, у нас было такое, что и все мы старались заработать хоть какую-то копейку, что-то из нее сделать, потому что, ну, были обстоятельства такие. Сейчас я могу уже расслабиться, могу не делать так, но все равно мне хочется именно самой заработать, чтобы то, что они заработали, они могли себе уже подкопить на свадьбу, себе одеться, что-то сделать. А я могу купить там себе посуду, что-то для себя. Все-таки, как мой сын говорит, я говорит, буду рад, если ты будешь самодостаточной. Вот, ну, он говорит, ситуба. Они-то, конечно, в любое время мне помогут, я это знаю, но мне все-таки хочется, чтобы я пока в движении, пока здорова, пока не чувствую себя на 55 лет по-любому, чтобы я сама себя обеспечивала. Так, Галина, дочь есть, дочь, у меня 2 сына, да. Татьяна, Лейла, у меня сынок более ласковый, чем дочь. Один из 1000 очень мало. Да, очень мало. Ну что поделать, у меня просто нет стажа, делать нечего. У кого ласковее сын, чем дочь? Ну, у нее у кого-то. Так, Гульниза. Ибрагим, значит, на год старше моего сына. Второму сыну 15, спустя 11 лет родила себе доченьку, лапочку, уже 4-й годик. Здоровья твоей, вашей доченьки. Ирина, я всегда забываю, сколько мне лет, особенно после 35 лет. Лучше и не вспоминать. Лена, Лейла, что-то у меня насморк, что ли? Нос заложен. Через нос гундосю. У меня стаж 32 года, пенсия 13 тысяч. Вот так, представляете? Надя Голубь. Работаю поваром в столовой гимназии 32 года. Последнее время тяжело, но до пенсии 3 года. Лейла, тяжело, не идите на работу. Нет, я не собираюсь, девочки, даже вопроса нет. Арзу Ниязова, Кадырова, у вас во сколько люди идут на пенсию? Но сейчас я не знаю. Я ушла в 50 лет, потому что у меня 5 детей. Сейчас я как-то даже не затрагивала. Ну, у нас, как все законы российские. Мы же Россия, просто республика. Не страна, а республика. Тамара, конечно, не хочется обременять детей, да. Ну, конечно, если бы они зарабатывали огромные деньги, может быть, тогда бы я и не работала. Но пока у нас этого нет, что есть, то есть. Как можем, так и, можно сказать, выживаем, особенно в это время сейчас. Все очень дорого, и моя помощь им, и ихняя помощь мне просто нам необходима. Танзила, я мечтаю с мамой что-то открыть. Да, мы как раз вот вчера обсуждали что-нибудь, может быть, втроем как-то, Мадина, Танзила и я, сообразим на троих что-то.
Мама, она работает, как купили, так и стояла. Вытяжка, да. Работает, он ее проверил. Так, Ханаби Кусанаги, да. Лейла, салам алейкум. Я живу в Германии и очень скучаю по нашим рынкам. Мне нравится ваше видео, где вы выбираете овощи, фрукты. Баркал за эти путешествия, ностальгия невероятная, ведь тут нет таких базаров. Валейкум ассалам. Что-то я вообще-то давно не была на рынке. Так, Арзу, Ибрагим, выходи. София, а какого мая вот ты сделала день рождения? 19 мая. Светлана Камордина. Танзила, дай Бог, чтобы ваша мечта работать вместе с мамой сбылась. Ну, вообще-то мы хотели цех здесь сделать, поэтому и газплита была большая куплена, но не получилось у нас. Так, Эмма, правильно говорите, вы еще молодая, можете работать, а деньги никогда не лишние, однозначно. Ольга, Оленька, Танзила, мечты сбываются, но это тяжело очень, по себе знаю. У меня стаж 38 лет, пенсия 11 тысяч. Ничего себе, представляете, какие у нас пенсии? Танзила Индиева, Светлана, спасибо. Так, Раиса, а после 80 лет пенсионеры хорошо получают? Да, у мамы неплохая пенсия. Татьяна Филимонова, Лейла, как ваша мама, как здоровье у нее? Алхамдулилlah, хорошо. Мы вчера хотели ее сюда, но никак не получается, потому что уже где-то недельки 3 у мамы очень сильно болит колено и опухает, и она даже, по-моему, только 3-4 дня как начала немножечко выходить и ходить по двору, а то вообще не могла ходить, только от кровати к телевизору, немножечко по дому ходила, потому что очень сильно, у нее давно проблемы с коленями, а вот эти 3 недели очень сильно болела, но сейчас уже и опухоль прошла, и она уже по двору, как я сказала, понемножечку в день ходит. Поэтому забраться на ступеньки просто она не смогла. А так сейчас в кухне зайдем, маму будет уже видно, можно сказать, может даже каждый день. Так, Фатима Ураскулова. Всем добрый вечер, салам из Карачаева-Черкесии. Спасибо, Фатима. Татьяна Иванова. Лилочка, у тебя очень хорошие сыночки и дочки. Я вас обожаю. Мамочку показывай почаще. Ну вот я уже ответила, что скоро маму будет видно чаще. Так, Фатима. 38 лет и только 11 тысяч, конечно, это вообще копейки. Так, Лидия в Германии на пенсию в 67 лет. Вот, представляете, а вы мне говорите, еще не работать. Значит, я еще могу работать и работать, да? Так, после 80 прибавка к пенсии 5000. Особо не разбогатеешь. Ну, конечно, не разбогатеешь. Сколько бы она ни была. Например, у мамы чисто 10, чуть больше, чуть меньше иногда 10 тысяч уходит просто на ее препараты. Вот если бы она жила отдельно, ей бы надо было там платить коммунальные расходы, там за свет, за газ, за все это. У нее практически там, хоть она и кажется пенсия, значительно больше, чем моя, например, там бы у нее практически ничего не оставалось. Если бы она сама жила бы отдельно, ей надо было бы все себе делать, покупать. Поэтому, конечно, наши пенсии – это копейки. Арзу Ниязова. Ибрагим, выходи маме на помощь. Мама устала читать сообщения. Ибрагим вообще вышел. Лейла, здравствуйте. Добрый вечер. Светлана Квитко. Людмила Мироненко. Разумная речь умной женщины. Общение с вами хоть и заочное, приятно. Стаж 32 года, пенсия 13 тысяч. Вот так все и выживаем. Поэтому, друзья, когда мне пишут, бывают некоторые комментарии, что пишут, что недавно даже был у меня комментарий, 3 сыночков сидят на шее у мамы. Почему они сидят на шее у мамы? Они все работают, все 2 работают, Ибрагим учится пока. По-моему, все так живут. У нас не заведено, чтобы неженатые парни жили отдельно. Они поэтому живут со мной. И они не сидят на моей шее. Как я сказала, я могу в любой день сказать: все, я ничего этого делать не буду. И они мне ничего не скажут. Я действительно говорю же вам, что 3 года тому назад, когда он уезжал, вот он сидит сейчас, чай пьет, Джабраил, 2-й мой сын, уезжал в Москву подзаработать, поработать, он даже кирпичный курятник разобрал, чтобы я не разводила кур, чтобы я не работала. Я работала, с работы он никак не мог меня посадить дома,
хотел, чтобы я или работала, или хозяйством занималась. А я совмещала и то, и другое. Но поняв, что с работы я не уйду, но у нас тогда были очень затруднительные положения, не работать я просто не могла по-любому. Ну, могла и не работать, но не хотела. Он даже разобрал мне курятник, чтобы я не... Что ты хочешь? Чтобы я не занималась этим, чтобы я просто работала. И попросил, чтобы... Да. Если еще хочешь, то в новой кухне. Чтобы я и скотину он мелкую всю скотину продал, и курятник разобрал. Но я только 1 год или 2 года, по-моему, вытерпела без цыплят, без кур. Все-таки сделала место в сарае и начала разводить снова и кур, и все такое. Это просто ну, я не умею сидеть. Пока я могу, я не усижу. Так, у меня свекрови 87, стажа всего 15 лет, получает 23 тысячи. Ну, мама получает чуть-чуть побольше. Маме тоже получается по паспорту 87. Тамара Хуторных, у меня 38 лет стажа, пенсия почти 19. Ну, хоть немножко больше, но стаж много. Ну, у нас как, дело в том, что зарплаты же тогда были маленькие, поэтому еще дело не только в одном стаже, а какие зарплаты у нас были тогда. Так, Галя, да, Лила, это отличная идея, сделать совместное предприятие с дочками. Мы же с Ибрагимом открывали кафе. Нам так с ним не повезло. Прямо вот мы открыли через 3 недели же. Ну, примерно. Где-то 3 недели только поработали, понемножечку начали как бы клиентов себе набирать. И ковид, и нас закрыли. И потом уже как-то расхотелось нам выходить. Так, сегодня пришла квитанция за 1 горячую воду 3000. Вот видите, Юлия Россия, Ибрагим пошел ставить чайник. Да, они уже пьют, чаевничают тут. Так, Нона, мне очень хочется вас смотреть каждый раз, но иногда не получается. Я тоже живу в деревне и много работы, да. Раиса, у меня стаж 35 лет, пенсия 15 700. Надеюсь, только на дачу помаленьку торгую. Ну, действительно, ну, я что-то это самое. Действительно, когда пишут, что почему вы работаете, почему это, ну, действительно там приписывают, как будто бы я там старуха, или как будто бы только я одна так работаю. Если мне сегодня здоровье позволяет, почему бы я не работала? И дома, и на работе даже. Потому что, ну, действительно, доходы у нас не такие большие, чтобы я могла себе позволить просто сидеть и ничего не делать. Сами видите, как все у нас, тем более сейчас, как все дорого. Так, Эльмира, доброго вечера. Всем решила тоже похвастаться. У мужа стаж 40 лет, врач высшей категории, пенсии 12 тысяч, но приходится работать, так как младший сын учится на коммерции. Как-то так. Ну вот видите, действительно, у нас же очень много женщин, которые вышли на пенсию и работают. А что делать? Ну, куры это не коровы и козы, с ними немного работы. И не такая она тяжелая. Зря разобрал сынок. Но я же, Ира, если я начинаю чего-то разводить, это, ну, сейчас это вот из-за Ютуба даже, может быть, я много чего не делаю, потому что не буду успевать. Я же не могу успокоиться там 10-20, это мне надо, чтобы уток было 100 штук, курей было за 100, за 200, гусей было так же. Целый огород. Да. И Потом еще мучиться будет, что эти куры съели весь огород. Вот вам и сказано. Потом еще они же иногда находят лазейку зайти в огород, да подъедают там чего-то, потом я ругаюсь и нервничаю. Вот, чтобы я не нервничала, они решили, что я не буду это все разводить. Так, Анастасия, добрый вечер, Лила. А можете поделиться мнением про конфликт с Украиной? Девочки, я вообще не касаюсь политики. И честно вам признаюсь, не знаю, что там происходит, кто там прав, кто там виноват. Не лезу я ни в какую политику, потому что я ее не понимаю. Но единственное, что не хочу войны. В любом случае, кто бы ни был прав, кто бы ни был виноват, пострадают просто простые люди. В любом случае, в любом конфликте страдают просто обычные люди. Этого бы не хотелось.
Это однозначно. Так, Галина Каграмян. Здравствуйте, Лейла и Ибрагим. Добрый вечер. Манлила, выручают дачу, у меня их три теплицы. Конечно. Арзу, в Алмате тоже был конфликт, да. Ирина Бондаренко. Лилочка, дорогая, и все зрители чата, всем всего хорошего. У меня уже 12 час, утром рано на работу. Девочки, до завтра. Спасибо, Ирина, спасибо большое. Так, Диана Дамазова. Лейла Мадук Есуху. Маш Аллах, пусть Всевышний оберегает тебя и твою семью от всех бед. С любовью, Диана, Чечня. Спасибо. Диана говорит, что очень меня любит. Это тоже моя бандерша. София, до завтра, Иришка. София тоже моя бандерша. Так, Гульбану Нурканова. Доброе время суток, Лейла. Как ваша мама, сестра? Все хорошо, алхамдулилла. Арзу Ниязова. Ирина, спокойной ночи. Валентина Милушкина. И я, Лилочка, за мир на всей земле. Да, не хочу, чтобы нигде никто воевал. Вообще во всем мире. Потому что действительно страдают дети, родители. Ну, страдают обычные люди. Ну вот, Мадина проснулась. Аистенок ее семья. Сердик Хилха, мама, добрый вечер, дорогие зрители. Духья Хилха, Хил, Сердик, добрый вечер. Так, кто у меня в первый раз, может, кто-то есть? Сделаю небольшую рекламу Мадине. Аистенок ее семья, это моя дочь, у нее свой канал. Ирина Бондаренко. Ой, Диану мы тоже любим, конечно. Диана наш фермер тоже и начинающий блогер, но пока еще не снимает. София, добрый вечер, Мадина. Так, Нона, сейчас тоже корова отелилась, то выбегаю, то забегаю. Так, хороших вам надоев. Ириска Крапка, Истята на связи, да, Фатима Урускулова, добрый вечер, Мадина. Татьяна Филимоновна, добрый вечер, Мадина. Филимонова. София, да как мы ее любим, да. Так, Мадина, признавайтесь, что вы со сковородкой делали? И как можно было сломать сковородку? Да, закончила, Мадина. И заказ закончила, и им сделала пельмени, всех покормила. Правда, посуду надо убирать, не успела. Так. Юлия, Мадина, привет, как Аишка? Да, Мадина, я забыла. Аиша косуху-то сняла. Так, Лиза Евлоя, Сердик Хел, Халила, с удовольствием смотрю вас. Хел, Сердик, Лиза, спасибо большое. Об этом умалчивает история. Мне все-таки очень интересно, как можно было сломать сковородку. Тебе лучше не знать. Но мне очень хочется все-таки узнать об этом. Так, Марлена, подписано, только редко ролики выходят, Аишку обожаю. Так, Мадина, давай, почему-то все спрашивают, почему ролики не выпускаешь. Мадина вчера вообще такая расстроена была, у нее зуб упал. Танзила сказала, сама спалилась. Аиша, все нормально. Так, Ириска, все, теперь тете Танзиле надо байка для Аишки, да. Диана, Мадина, что ты сделала со сковородкой, нам интересно. Мне действительно интересно. Ладно, стекло-то разбилось, а плитку ударилась. А что со сковородой можно было сделать? Golden Атом, наверное. Здравствуйте, смотрю не так давно, научусь многому. Живу в Казахстане, люблю восточную кухню. У нас турки, чеченцы, уйгуры, казахи. Добрый вечер. Рая, Сердик Хел, Халейла, Далберка, Толт, Хун, Хайбири, Адиарес, Хахил, Сердик Рая. Большое спасибо. Рая поздоровалась и сказала, так, Беркат. Перевод Беркат Телсу и Брашка. Так, Галина, правильно, не надо про политику, мы здесь за мир. Ну да, баракаты от детей.
А Истенок ее семья. Вчера по дороге домой замерзла, быстро сняла косуху. Но я же говорю, вчера вечером было очень холодно, но ушла в косухе. Оля, что попало, пишут на шее, они работают, у вас это нормально жить с родителями, даже женитьба, замужество, у многих так, да? У всех так, у нас действительно пока не замужем, пока не женились, все живут в одном доме, никогда не было, чтобы там неженатый парень или незамужняя девочка отделились и сами жили. Валентина, Танзила, мне хочется такую невестку, как ты. У меня сын не женат, ему 31 год. Наверное, тебя надо украсть. Истенок ее семья. Я вам больше скажу, что это не одна сковородка, а две. Слушайте, что вы там делали? Мне что-то интересно. А вторая где тогда? Вы же заказали только одну. Я еще сегодня вот вечером, что я жарила? Себе яичницу жарила. Джабраил, нет, по-моему, занес мне сковородку. Вроде бы я эти этикетки снимала на ручках. Не этикетки, а такая пленочка. Смотрю, там какая-то пленочка. Думаю, что я эту оставляла ее, что ли, еще как-то задумалась над ней. Так, ну давайте говорите, что вы со сковородками делали-то. Так, Тамара Хуторных, ждите еще одну в подарок. Так, Голден Арзу, привет, Аистенок, я себя второй по диаметру в наличии не было. Гульбану, Лейла, выходите почаще, когда вас нет, нас несколько дней переживаем за вас и ищем вас. Спасибо, Гульбану, по-моему, да. Ну, говорите теперь, что вы тянете, что вы с этими сковородками, причем с двумя сделали. Вы ими фехтовали друг с другом, что ли? Новые сковородки разбили. Ну, и вообще я не понимаю, как можно так сковородки разбить. Что с ними надо делать, чтобы их разбить? Растенок ее семья. Там и крапка другая, у тебя оранжевая, а нам прислали белую. Какая оранжевая? У меня сковородки внизу черные. Они оранжевыми сделали. Арзу не язва. Танзила Мадина, вот что значит маму не нервировать. Галина, у Мадина 2 сковородки. Я же говорю, они вчера такие веселые были. Видимо, обрадовались, что так сковородки. Точки оранжевые. Мария Адамовна, Чечня, привет. Мария Адамовна, Чечня, привет, чат. Привет, Марина. Тут видишь, у меня вахра, разбили мне все. Пришли убираться, помогать, а оказывается, все разбили, да поуехали. Они упали, отлетели ручки, все банально. А у вас что, руки с другой стороны проделаны у обоих? Так, Марина Адамовна, Лейла, доброй ночи. Светлана Макеева, сковородки, ерунда. Главное, чтобы сами не пострадали, не ушиблись и поранились. Мир связи, Лейла, добрый вечер. Присоединилась со второго телефона. Добрый вечер. Дай Аллах тебе всего хорошего. Я с банды. Привет от Ибрашки. Он тоже смотрит, временами прибегает. Привет, привет. Юлия, Россия, война на сковородках между Танзилой и Мадиной. А Истенок ее семья Танзила их с собой в черном пакете забрала. Ну, вы даете. Анна, зато маме поменяли старые. Как и они старые, они новые. Старые сковородки на новые. Я им, наверное, вот недельку-две только пользуюсь. Мы с Танзилой на 3000 вчера раскошелились. Ну, вы даете. Лена, Лето, добрый вечер. Очень хороший, позитивный у вас канал. Смотрю недавно, пишу первый раз. Процветания вашему каналу и успехов. Спасибо большое. София, ох, бандитки, девчонки. А Истенок ее семья вахара. Ну, вы даете. Так, надо пойти проверить, что там еще сломано. Это, наверное, только айсберг говорится, да? Разуниязова, Танзила Мадина баловные. Да, вчера они зажигали.
А если все-таки у себя потерь могло быть больше. Ну, больше потерь при землетрясении могло даже не быть. Мария Адамовна, Чечня. Друзья, ставим лайки. Спасибо, Мариночка. Что это мне нос заложило сегодня, непонятно. Но вы даете. Анна Ци, главное, что кухня на месте осталась. Да, вы хоть плитку там не разбили? Если они плитку разбили, Джубайк их разобьет. Арзу, как говорится, это еще цветочки. Вот именно, там, по-моему, подарочков много будет для меня. А Истенок, ее семья, подумаешь, 2 сковородки, какая-то баночка. И шкафчики там разобрали. Какие шкафчики? Я вас убью. Займок, добрый вечер, добрый вечер. Лейла, вы молодая, мне 54, мне кажется, я старше вас. Да ну, прям я молодая. Что ты уронил? Тамара Хуторных, надо проверить, все ли цело, остальное вот именно. Аистенок, плитка вроде целая. Светлана Макеева, зато есть повод купить новые. Так дело в том, что девочки, это все новое. Они еще старую ни одну посуду туда вчера не занесли. Это все я копила, пока эта кухня обустраивалась, ну, в смысле, ремонтировалась. Галина, Лейла, я так ждала этого момента, когда ты дойдешь до комментария про вторую сковородку. Мы-то давно уже про это прочитали. Ой, мамочки, ну вы даете. Это пока шел ремонт у меня, я купила 4 сковороды, набор. 3 отдельно без крышек, эти 4 с крышками. В котел стояла тоже на посуду. Что я еще купила? Мантоварку купила, чайники. Ну, короче, много чего там. Они вчера просто новенькое все заносили. А вообще их было 3. Ну, вы даете. Ну да, одна оставалась, вы 3 занесли. Ну, вы даете. Тратились-то хоть зачем? Я ругала вас из-за коробочки, они еще, оказывается, из сковородки купили. Тамара Хуторных, Мадина, а с третьей что? Ну да, а третья хоть целая? Просто с одной повезло, что была съемная ручка, она просто отлетела, и можно было обратно вставить. Повезло. Ириска Крапка, расскажите, что такое котел? Ну, у нас сейчас началось, по-моему, это сначала в Чечне несколько лет тому назад, я видела, а теперь уже и в Ингушетии практикуется, Ирина. Короче, ну, это тот же магазин, что, можно сказать, онлайн-магазин, да, но дело в том, что вот, например, она ведет группу, админ группы, берет заказы, делает рассылку, что у нее, ну, что она может предложить нам. У нее там и мебель, и техника, и посуда. Она в группе WhatsApp делает рассылку, что у нее на сегодняшний день наличии в продаже. Вот, например, мне понравились эти сковородки, они стоили 6800, и я говорю, я хочу их взять тоже в котел. Это значит, создается такой котел, например, я стою первая, я говорю, ну, откройте котел на 6 человек, на 7 человек, на 5 человек. И уже вот она открывает котел, например, я ей сказала, она открыла на 6 человек котел на эту сумму. Если уже на эту сумму у нее есть уже открытый котел, то я должна встать уже на то место, в которое, ну, по графику как бы. Вот, если котел открыт на 6 человек, 2 уже есть, значит, я буду 3, там, 3 есть, я буду 4. И мы каждый месяц, ну, смотря какая сумма денег, на что мы берем, делим на столько человек, сколько нас. Например, ну, 1300 пусть будет в месяц, нам нужно 6
1000 в месяц платить, пока вот 6 месяцев не пройдет. Если даже ты взяла эту вещь, ты ее платишь. Ну, как бы из-за того, что у нас вот наличия нет, например, пойти и за 6800 взять эти там сковородки или еще что-то. Ну, такая вот касса взаимопомощи, как раньше была, вот касса, черная касса называлась. Вот типа такого, но уже на приобретение какой-то там посуды, техники, мебели, всего такого. И вот я набрала этих котлов, если честно, понемножку и понемножку выплачивала. Вот так вот. Вот есть котел. Оля, так, котел я там купила, газовую печку купила у них, диван купила, на кровать стою в котел, но он у меня, кровать будет, наверное, через месяц или через 2, даже точно не помню, какая я по очереди. Потом купила чашки такие, купила 3 типов, одни, правда, Тедила забрала, но денежку отдала. Так, тут спаливаются все, да? А Истенок ее семья. А вообще, что я в дом заходила за контейнером для спагетти и дернула же эти сковородки забрать. Оставила бы и делов-то на свою голову. Тандила Индию вторую заказала. Да, оставьте вы ее, не надо ничего заказывать, сама потом куплю. Ничего страшного. Седа Булаева. Всем добрый вечер. Лила, у меня девочки также поступили. Мама, давайте, говорят, сделаем вечер признания. Мы там у тебя то-то, то-то сломали. Рукоделие от Белки-Стрелки. Добрый вечер, Лила. Добрый вечер, Белочка. Так, друзья, всем доброго вечера, хорошего настроения. Спасибо, Белла, спасибо. Светлана Макеева. Котел, это получается, как кредит брали вещи в советское время. Ну да, в принципе. Ну, кредит, не кредит, но такая касса взаимопомощи, можно сказать. Ну, админ группы, конечно, имеет себе с этого деньги. Получается, она торгует, но без вложения своих денег. Это сейчас у нас очень распространено. Прямо вот недавно я видела и стройматериал в котел, и чего только нету. Все в котел. Но дело в том, что все это так происходит, потому что у людей нет наличности, а что-то хотят делать. Копить их не получается по-любому. Танзила. Фатима Скорочаева, Черкесия. А где именно вы живете? Так, Таня Автухова. Да, добрый вечер, Лила, добрый вечер. Мадина не говорит. Там еще что-то осталось говорить, да? Вообще хоть комната-то хоть целая? А, Ибрагим? Я же говорю, они шкафчики. Кухня хоть стоит там у нас? Они шкафчики разобрали. Светлана Макеева. У нас в Подмосковье такого нет. Так, Белла, Лейла, у вас опять голос простывший. Да я вроде бы не простыла, но что-то нос заложила, я не знаю почему. Вот прям вот сидела здесь, это и произошло. Фатима, так, Арзу, а котел это как, рассрочка, да? Ну, типа рассрочки получается. Фатима Ураскулова, Черкесск, рядышком, я в селе Чапаевском. Котел сейчас делают в WhatsApp. Да, в WhatsApp. Рукоделие от Белки-Стрелки, чистосердечное признание дочек. Так, ну я объяснила это дело, что... Так, что-то еще тут происходило. Танзила, а помнишь, как мы после всего над телефоном дрожали, чтобы не упал? Он хоть не падал. И вот им доверь чего-то, а. Хоть телефон-то вы мой не роняли. Танзила, Фатима 3 раза были в ваших краях. Мне точно надо было сегодня делать эфир, чтобы узнать, что они там творили. Они, наверное, Танзила, Мадина, вы, наверное, специально это сделали, чтобы я больше не звала вас помогать. Светлана Макеева, судя по всему, кухня будет не такой, какой ожидалось. Танзила, не говори, я больше этого телефона боялась. Ну, покупать мне телефон вам бы, конечно, пришлось раскошелиться.
Рукоделие от белки стрелки. Мадина, вам еще возвращаться к маме, слишком много признаний у вас. Фатима, Танзила, где именно в следующий раз? Давайте ко мне тоже в гости. Татьяна, Лейла, у моего Жени стаж 44 года и пенсии 10 тысяч, потому что госслужба и ветеранские 1700. Да, представляете? Так, Аисенок. Не, его мы берегли, и как зеница ока вообще сняла, в шкаф положила. Так, Танзила Тиберда, Танзила Индива, так были в Черкеске. Рукоделие от белки стрелки. С нетерпением жду новую кухню. Ирина, как хорошо, что у вас такие дети, и посмеетесь, и помогут. Всем добра и здоровья. Спасибо. Танзила, одна, телефон бы ночью точно с тобой не заказали бы. Да уж, телефон бы вы не осилили. Фатима, я в 10 минут от Черкеска жду серьезно. Танзила, иди, Фатима обязательно. Вообще-то мы с Танзилой собирались на отдых. Арзу, девочки, смотрите, теперь вам от мамы так попадет, держитесь. Людмила Шамсудинова, дорогая Лила, у вас прекрасный, интересный канал. Удачи вам и процветания. Спасибо. Рукоделие от белки стрелки. Дети, так же, как и сама Лила, очень добрые. Так, Танзила, я очень люблю ваши края. Да, Танзила подсела на эту Тиберду, все время туда хочет поехать. Так, чат стоит. Неудачные у вас дни получились, девчонки. Зинаида Ким, какие веселые дочки, сыновья хорошие. Всем всех благ, спасибо. Связь плохая. Ольга Соколова, дорогая Лила, с большим удовольствием всегда смотрю ваши ролики. Вы прекрасная женщина, семья замечательная. Дай Бог здоровья вам и вашей семье. Будьте счастливы. Спасибо за душевные семейные побежал видео. Спасибо большое, Ольга. Арзу, спать не будем? Будем. Почему нет? Как раз я поглядывала на часы. Да, между прочим, той неделе, по-моему, я сказала, Мадина, а я кружку разбила, которую вот это у нас одна оставалась, давнишняя, 50-летняя. Так что мы квиты. Что мама, что дочки. Руки у троих с другого места растут. Наверное, будем сейчас прощаться. Да, кстати, ты в кухню так и не заходила сегодня, не смотрела? Нет, я не успевала, я же пельмени лепила. Светлана Макеевна, ждем новую кухню и новые рецепты. Здоровья всей семье и всем подписчикам. Спасибо, Светлана. Ну, девочки, наверное, будем прощаться. Между прочим, я вчера легла только в 3 часа ночи. А рекомендации по правильному питанию вообще просят, чтобы до 11 часов лечь спать. Видимо, связь плохая, они у меня не появляются. Когда был ноутбук, сразу читалось, а на телефон нет. Так, Эльмира. Ой, девчонки, не бойтесь, хоть всю посуду побейте, мама все равно ничего не скажет, потому что это мама. У нас 3 сестры, мы тоже собирались и посуду били. Сейчас мы собрались, но у мамы нет уже. Соболезнуем. Вот это как ты могла? Я же себе на память себе хотела забрать. Не знаю, я ее помыла, поставила на окно вчера. Кто из нас, может быть, я даже принесла. Стояла тут на столе и раскатывала я, и, по-моему, отставила чашку и не знала, что она сзади стоит, и она упала. Так что ты ее не заберешь. Вчера вареники до 3 лепила белка, а сегодня уже пельмени добила.
Кошаки, а где наши кошаки? Вы не представляете, что сегодня вытворял Каспер, девочки. Как Ибрагим говорит, наш Каспер научился разговаривать. Ну как, в принципе, он дает знать, что он хочет. Ибрагим какой-то цепочкой с ним игрался. Поигрался, цепочку кинул, пошел. Каспер сидит возле этой цепочки и мяукает вовсю и зовет его. Вот явно было видно, что он хочет дальше продолжения игры. Вот настолько вот давал понять, что почему ты кинул цепочку, пойдем играть. Где наши они? Каспер Корл с этим, где? Гуляет, наверное, где-то. Зинаида Ким, спокойной ночи, здоровья вам всем. Спасибо, девочки, спасибо всем, кто был в чате. Большое-большое вам спасибо. Убери свою стрелялку. Кто из вас стреляет? Кружку, Танзила, кружку. Помнишь, большие 2 кружки были? Одну же я разбила... Не я разбила. Кто-то из них разбил ее тогда, а сегодня я 2-ю разбила. Галина, Танзила, как твоих котов зовут? Ибрагим, Галину модератором ты сделал? Нет, А почему она модератор? не знаю. Оля, Оленька, кухня-то хоть целая. Вот именно, Оля, я не знаю, я не заходила туда. Хоть кухня-то целая. Людмила Шамсудинова, Танзила, ты красавица, у тебя такая улыбка шикарная. Фатима Рускулова, до следующего эфира и ролика. Спасибо, Фатима. Ибраш Таяхко стрелял. Ну все, девочки, давайте тогда будем прощаться. Спокойной ночи вам всем. Спасибо еще раз огромное и за эфир, и за ваши подписки, и за ваши лайки, и за ваши комментарии, и за ваше участие. Действительно, все ваши пожелания, все ваши комментарии трогают прям до слез. Огромное-огромное вам спасибо. Домохозяйка на удаленке, вам спасибо, Арзу. До следующего фейерверка, Танзила, Галина, я сама шагим. Так, ого, какой кот у тебя, Танзила, умница. Таня Автухова, спокойной вам всем ночи, спасибо. Ирина, всем пока. Сегодня у нас действительно интересно получился эфир. Так, Ругая, по-моему, да. Ассаламу алейкум, Лилова, алейкум ассалам, но, к сожалению, мы прощаемся. Все? Манлена, всем спокойной ночи. Светлана Камордина, Лила, спасибо вам, здоровья, всех благ. Вся разбитая посудок счастья, спокойной ночи. А Истенок и ее семья, спокойной ночи. Рукоделие от белки стрелки, не хочется прощаться даже. Но мы еще встретимся. Сегодня действительно, не знаю, что-то на меня нашло. Я говорю, давай выйдем в эфир Ибрагиму. Галя, спасибо за эфир. Дорогая Лила, хорошего отдыха. Арзу, всем спокойной ночи. До следующего эфира. Так, если Галина модератор в эфире, она будет же модератором ей в роликах? В смысле, в роликах? Ну, в комментарии. Ну, да. Людмила Шамсудина, спасибо, Лила, жаль, что я поздно увидела эфир, но ничего, ваши блоги всегда смотрю, спасибо. Но мы еще сделаем эфиры. Мир, связи, спокойной ночи всем, спокойной ночи. Гульбану, всем спокойной ночи, следующих весенних дней. Галина, не хочется расставаться. Так, Галя, имей в виду, ты у нас модератор. Ты можешь мне в комментариях, что тебе не нравится, убирать. Так, Танзила Индиева, и проверять, все ли работает. Интересно, что вы там могли еще сломать?
Юлия, Россия, Танислав, Мадина, ждите звонок от мамы. Нет, Юлечка, сегодня я точно туда не пойду, потому что очень устала. Рукоделие от белки стрелки, мистерия, спокойной ночи. Спокойной ночи всем. Иди, закрывай чат. Все? Сегодня будете спать как на иголках, Танзила и Мадина, потому что я сегодня не пойду, не проверю, а вот завтра вы получите по полной. А так две дурочки, зачем заказывали? Ну и что ж, сломали, зачем свои деньги тратили? Мир, связи, спокойной ночи, Белочка. Ну все, друзья, все, закрываем чат.